31 мая, 6:30. Скворцы выживают как могут. Скворечник весь снегу с утра был, вот сейчас начинает потихоньку таять снег. Уже капли, вон скворец вылетел. Птенцы бедолаги, я не знаю. Погибнуть нет, но погода вообще не радует. Ужасная погода. Опять пошел снег. Так мы встречаем лето. Лето 2018. Сейчас возьму собак и... Сейчас возьму собак и сходим к речке. Вчера мы не ходили к речке, сегодня сходим к лодке, посмотрим, как там. Он наблюдает, нюхтит, думает, отпустит, не отпустит. Отпущу, сейчас на поводок тебя возьму и пойдем. Айда там тоже нервничает. Короче, сейчас сходим к речке. Пошли. Единицы, конечно, но уже некоторые посадили картошку. Там уже неделя, наверное, в земле у них картошка. И в таких случаях, конечно, картошка может и вообще не уродиться. Вообще хрень какая-то погода. Ну так бывает. Но обычно у нас на 9 мая или чуть-чуть позже, 22 было мая. Но чтобы 31 июня, 31 мая, это у меня как-то в практике жизни-то есть первый раз. Ну, мама. Блин, Айда, что ты там делаешь? Бежала. А этого не отпущу. Он любит по помойкам ходить. Пусть так до речки пойдет на поводке. Вот тут все красиво видно, как много снега. Здесь уже пониже, здесь ниже уровень. К речке идем. И у речки, как всегда, холоднее. И снег меньше, ну, больше тает. Вот как видим, вся трава в снегу. Конечно, у нас тоже больше было снега, но сейчас в течение часа немножко подтаяло уже. Даже не посмотрел. Температуру, конечно, надо было какие-то птицы посмотреть. В голову не пришло там, чтобы где-то глянуть. Тащит меня. Тащит. Раньше охотничьи собаки у нас в селе были, которые сани таскали. Там лощей добывали охотники и сани с мясом там или еще с какими-то вещами. Все таскали, для этого держали собак. Костры сжигают, мусор сжигают. Так. Лапыжам это лаполы. Отпустить как-то одной рукой не получается. Хенли. Сейчас отпущу. Вперед. Думаю, после вчерашнего уровень воды, наверное, пока будет держаться ровно. Да, талантик. О, лес гудит. Потому что вчера непрерывно шел целый день дождь, целый день. И позавчера также было. Так. Кто-то идет, но не знаю кто. Это перевозчик, наверное, перевозчик. Ну да. Ну здесь в Заречье люди живут, вот и перевозка работает. Вода, наверное, будет стоять. И через думаю еще... Ну-ка! Прибежали.
Там стекла кругом, осторожнее. И будет в общем вода стоять, как думаю. И немножко будет еще, ну, поднимется уровень. Да, пусть погуляют. Пусть погуляют каждый день, каждое утро он опять купается. Где лужа, там я и Дана. Ни одну лужу не пропустит. Чем грязнее лужа, тем ей нравится. Тулантик пока осторожничает, в воду не заходит. Ну, некоторые вот себя в руках не держат, и когда собака не заходит, как сказать, не заходит в воду, выкидывают собаку на речку, чтобы перешла речку или озеро. Это, конечно, большая ошибка, они делают. После этого большинство собак будут бояться воды. Вот стекло там, блин. Уйди, поранишься. Любит нападать. О, как гудит, еще чернеют, листья чернеют каждым днем. Цвет теряет деревья, особенно береза там уже еще рябина еще цвет держит, а остальные деревья уже все. Местный народ, Ванька, век вешкаланта снимать чинена. Kecil nyanyi laut lu net? Evet. Sen küpüröi pan kytiska jävetti. Tai ja mennä koristien pan ja se. Se oli mikäli jämmätämässä. Ой, Господь. Скоро Валентина, куля, скучитена. Куля, скучитена. На ходу где? Чирыш Николай. А, вина laut lu net. Покмельтан бана мена. Покмель. Ну, я бы ты мать. Покмельчи. Что когда был? О, Господи. Огнем помнит, кормит бресси юлы. Ну-ка уйди. Ого, затащ. Я котечка думал, раз вопрос говорю, да? Ага. Ну текни. Борда. Прям я был в масло. Закусит менка. Зачем был котечка вопрос? А няньца воемась меня? Вот, военный, да. Там он черный военный. Турик вот воемась был. Каида уже воемась был. Вот на жейкай. Зато мог отдать. Ну, кому затащ? Это сейчас. Котечка такой кем-то. Уйди. Ладно спать. Скажем, это надо. Кибана. Вот взять я тут у нас капец. Я себе проводил. Сиены дома ламасичта. Все важный корчис. Так. Ну что, ушли односельчане. Проводили их. Немножко похмелились. И дальше пошли они. Так, ну что еще остается? Ветер усиливается. Вообще, смотрите, что творится. Снег усиливается, ветер еще более становится сильным. Ну, порывы до 18 обещали, что-то говорили. Вон, на меня ничего. Что за привычка, блядь, прыгать на мне? Ай, птицы, я не знаю, выживают или нет. Смотрите, лапки у них мерзнут и сидят в воде. Вот так. Легче им перенести вот такие погоды. Вот смотрите, как они переносят морозы. Было уже 1 год, когда птицы погибали пачками. Под лодкой заходили, там еще снег выпал тоже. И очень много их погибало. Вообще ужасное количество. Это было, не помню уже какой год. Уйди, 22 мая было. 22 мая. А там еще вот такие песочницы, кулики песочницы, как вот сейчас
говорили мне эти ребята, что за стайка птиц вот такие бегают там. Это кулики-песочницы. Вон они, серые, бегают туда-сюда. Ну, там червей, наверное, ищут. Но они также кормятся и икрой от рыбы там. Тоже вот они все подряд кушают. Опять Тулан куда-то бежал. Ай, блин. Ну и погода. Пусть собаки погуляют, и сейчас уже будем уже возвращаться. Ну, кому-то дома не сидится, вон собираются на моторке куда-то. Это позавчера, кого мы видели, наверное, они тоже. Ну да. Ладно, сейчас ходим к лодке. Куда-то опять убежал Тулан. Прискакал откуда-то, оттуда. Пошли к лодке сходим. К лодке сходим, посмотрим. Ай, блядь. Вот это да, ребята. Вот так и будут погибать наши боровая дичь в такую погоду. Сейчас уже все на гнезде сидят. И вон, смотрите, что творится. Не охотники виноваты, что боровая дичь. Боровой дичи мало. Погода виновата. Виновата погода. Потому что все замерзнет, там гнезда там погибают. Все подряд. Не выдерживает такие морозы. Вот позавчера здесь еще вода была. Когда-то тащили лодку. И опять уже сантиметров 40 вода упала за сутки. Ай. Жуткая погода. Ладно. Вообще жесть. Невозможно что-нибудь снимать тут в такую погоду. Сейчас быстренько посмотрим лодку и обратно. Ух. Лодка пойдет. Ну что тут? Все на месте. Чуть-чуть спустить лодку. До хрена воды. Дождевая вода там. Вот так. Все. Дождевая вода там. А это везде успевает. Вот это да. Тулан! Блин, опять куда-то убежал. Сейчас я выключу и буду вычерпывать воду с лодки. Половина лодки воды тут дождевая. Опа. Ну и погода. Хорошо, что пришли. Уже надо лодку спустить. Может завтра опять придется поднять, потому что вода будет прибывать. Туда! Залезет нет на лодку. Лох, лох, какая-то че? Лох, 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 лох. Я самостоятельно, чтобы как я нам пришел. Потому что машина ничего не может оставлять. Самостоятельно сядет разок второй. И будет садиться. Лох, 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 лох. Молодец, молодец. Вот я этого и ждал, ребята. Молодец, самостоятельно сел, значит дальше будем садиться. Стопудом. Вообще жесть погода, блядь. Тулан искупался, сейчас сам поднимется. Должен подняться, вот, молодец. Блин, я успел камеру включить, ребята. Вот как он попал, блин. Ну ничего, ничего. Он перепутал, что здесь вода, и прыгнул в воду, и где-то отошел метра полтора, заплыл в воду. Ну вот и крещение уже речное у тебя. Речное крещение получил Тулан. Ланчи. Вот так вот. И выживают. Ой, блин. Ну ничего.
Пусть привыкает, сейчас согреется, туда-сюда побегает, согреется. Я не буду убежать в таких ситуациях, что надо вот спасать. Он должен сам. Я уверен был, что он выйдет, потому что не такой крутой берег. Крутой, но сможет. Зимой обледенело, и берег это все гиблое дело. Может и кобыли обычно, когда вот майны вот эти попадают, они не могут подняться, потому что окраина льда там, и у них долго объяснять, но сучки, они крепче, они выносливые, они более смогут выйти на ледяной берег, чем кобыли. Кобылям, конечно, тяжелее в таких ситуациях. Но это нормально, пусть искупался и уже будет знать, что где река, где вода, где берег. Пусть привыкает. Главное, чтобы самостоятельно все это ко всему к этому привыкал. Не надо его в воду закидывать, чтобы он научился плавать или еще. Вот сейчас он на практике уже сейчас он понял, что там река, там вода, надо из воды выплывать. Все это он уже узнал. И так будет привыкать к жизни. К жизни, к охоте. К многим опасностям еще придется привыкнуть. И в чем-то я тоже буду ему помогать. Да, Айда поможет. Уйди! Сейчас вот лодка у соседей тоже, у знакомых. Вон, смотрите, 90 градусов уже стоит. Тоже вода упала. Немножко новую лодку вон в листе также сделали. Как-то непонятно как. Вот. Сейчас я так спущу. Или если не спустить, там моторка в воду уйдет. Разобрались. Живой бегает, ничего с ним не случилось. Это обычная процедура. Да? Пошли. Конечно, вот чуть-чуть с опозданием у него получилось, как он бульдыхался в воде, там плавал. Пока я включил там, пока камера включится, и время ушло. Но ничего. Не помню, или Айда, или еще какая-то собака у меня была даже. Это было дело осенью, когда вот когда сухое листья падает, она держится в воде, сразу не тонет. И такое место было, тихое место на речке, вот такое тихое место, и сплошь там, как ковер, лежали эти сухие листья. И моя собака, не помню, может Айда, может еще перед этим собака, которая была с разгону, она бежала по берегу и думала там продолжение берега. И побежал на эти листья, а там глубина, 2 метра. Там, и прыгнула собака, и с обзора там я потерял, там, прямо под воду ушла собака, и тоже сразу уже понял, на другой раз уже стала эта собака обходить такие места. Обманчиво, что думает, там берега. Оказалось, что сухие листья на воде. Много таких историй есть, и все, конечно, рассказать. Когда в какие-то моменты вспоминаю, пытаюсь рассказать. Так, что, вот опять уже собрались птицы, эти песочницы, кулики, песочницы, но у нас называем их истан. Может, кто-то еще по-другому их называет. В принципе, вон они сидят напротив ветра. Ветер сегодня северный, ужасный, холодный, 15 метров в секунду ветер. Нормально, чтобы что-то заснять там и даже не получается.
количество, конечно, большое, тоже вон собрались, наверное, очень их много. Вот сейчас кто опохмелился, он говорит, первый раз, говорит, такое количество таких птиц вижу вместе. Ну, собрались очень много. Вот так. И думаю, слабые птицы в такой мороз многие погибнут. Но уйди. Главное, чтобы боровая дичь не погибла. Очень даже рискованная погода. Очень много может погибнуть дичи. Сейчас утки тоже на яйцах, на гнездах сидят. Но это в утке мне не столь важно, как боровая дичь. Боровая дичь самая важная птица из охотничьих, ну, на кого я охочусь. Главное, чтобы они не погибли. Скворцы также уже вылупились, там может тоже в любой момент тоже вот, сколько их, смотрите, скворцы также могут погибнуть. Все может погибнуть. Уже на деревья уже все, деревья уже, вон, смотрите, листья какие. Сейчас уже тепло, всем нужно тепло. Сейчас уже природа должна давать тепло, а не такие сюрпризы. А вон какие сюрпризы дает погода. В Ютубе смотрю, там в некоторых областях там и все цветет уже, и урожай там скоро будут брать, а у нас еще картошку не посадили. Вот так. Ну, молодец, Тулан. Молодец, не испугался, а сразу к берегу поплыл, не в другую сторону, а к берегу. Он за птицей побежал. Молодец, молодец. Все это хороший знак. Он бежит за птицей. Надо, наверное, туда еще сходить. К каким куликам. Мелким. Сейчас пойдем, как он себя там поведет. Сейчас сходим, давай. Посмотрим, как они взлетят. Лапла. Давай. Иди вперед. Сейчас посмотрим реакцию после взлета, как поднимется такое количество. Если заметит, конечно. Тула, много, мам. Тула, лак. Тула, тула. Игрушку нашел. Лак. Тула. Вон птицы сколько. Ой. Ни туда, ни сюда. Ни птиц не заснял. Ни Тулан что-то там игрушку нашел и начал играть. Смотрите, как красиво. И сразу они, как сядут, сразу на песок. Там сядут там, ну, лапки у них. Самое слабое место, это лапки, наверное, мерзнут. Ну да. Вот дубак на ветре. Ай. Ладно, будем, наверное, уже обратно возвращаться. Собрать собак. Кто где. Но вижу Айда, я не знаю где. Куда улетела. Соберу собаки. Сейчас на поводок. Туланчика. Что-то грызет опять. Какую-то палку. Это палка. Пальцы онемели. Все, видели как? Все красное. Все онемело. Одубело, онемело. Прям, я не знаю, мерзнет. У некоторых руки не мерзнут, а у меня мерзнут. Ай, ты грязный. Грязный ты. Все, давай, передай привет всем и будем собираться. В общем, всем пока, ребята. Вот такая погода у нас пока в данный момент. Пока сидим дома, ждем тепла. Ага, давай, все, пойдем домой.